Привет, друзья! Сегодня прогуляюсь просто по дворику своему и расскажу, какие там просто бытовая прогулка, что у меня нового там во дворе, там в быту, что нового, что появилось, что можно сказать. Ну, вообще, просто обычная жизнь деревенская, что у меня происходит. Снимаю сегодня сам на селфи-палке, попробую в автономном режиме сняться. Оператора нет у меня сегодня. Первая и самая, так сказать, радостная для меня вещь, то что мы смогли починить водопровод, то есть он замерзал у меня, и пришлось вытаскивать вот этот питающий шланг от колодца, что идет в дом, и разогрели, и все, теперь все как надо, то есть цивилизация, вода поступает в дом, есть горячая, есть холодная вода, ну, все как нужно. Теперь там нету проблем со стиральной машиной, нету проблем с душем, все в порядке у меня с этим, разобрались. А то как-то уже привыкли мы все к цивилизации, и как-то не камильфо уже было ведрами буду таскать. Вот так. Это первая хорошая весть для меня. Сразу утеплили снегом у нас. Все, ну так все делают. Снег он держит тепло. Вот я где эта труба прокладывается, побольше снега накидал. Надеюсь, в дальнейшем уже не замерзнет, хоть и мороза будут под 40. Вот так. И покажу еще вторую, так сказать, бытовую тоже новость для меня, тоже немаловажную. Ребята, вот, купил дрова, где-то 10 кубов, ассортимент покупал, вчера уже мужики спилили на чурки, а сегодня колят. Вот. Где-то чуть больше, наверное, 10, где-то 11 кубов может быть в машине, там пачка, баланс, и стоит это 9000 рублей. И еще нужно, чтобы перезимовать, надо 2 пачки. То есть еще вторую пачку надо такую купить. Это уже получается, эта заготовка уже идет на следующий год. То есть за целый год заранее мы заготовляем дрова, чтобы они высохли, чтобы нормальные дрова сухие были, чтобы топились нормально, жар отдавали. Вот. Вот такие две новости. Одна про водопровод была у меня за эту неделю, а другая то, что я смог приобрести дрова. Что тоже очень важно для меня. Ну и прокачусь, ребята, еще. Съездим-ка мы к дяде Мише, что он скажет нам насчет там рыбного клёва. Мне уж передали, что дядя Миша уже пришел третий.
Не увидит нам дядя Миша. О. Выходи, сова. Медведь пришел. Да, да. Сейчас мне дядя Миша хотел отдать там снег чистить. Такую широкую лопату. Да, она не лопата называется, я не знаю, как по-русски назвать это. Ну, широкая такая, сдвоенная, типа широкая лопата. Сейчас я привяжу и повезу домой. Не знаю, потеряю, нет, конечно. Потому что у нас во дворе широко расчищают, и узкой лопатой очень неудобно. Но кусочек проволоки надо, чтобы закрепить. А? Вот такую лопату мне дадут работать, чтобы я не расслаблялся. Че, ребята, я поехал. Мне дали лопату, сказали грести. Прицепил я там на багажник, не знаю. Доедет у меня и нет. Дядя Миша говорит, рыба не клюет вообще. Значит, на речку не будем ехать. Ну вот, ребята, привез я эту лопату широкую, как она называется по-русски, я не знаю, но она как бы в армии у нас были такие, как это по-русски называется? Скребок. Скребок, ну не скребок, какой скребок, это не скребок. Вот это привез, видишь, как у нас как бы расчищают широко для машины там, чтобы я чтобы буран можно было проехать и машина, чтобы нормально проезжала. Широко, короче, расчищаем эту дорогу, и обычной лопатой это долго будет. А вот этим, так сказать, скребок, или как он называется, намного будет удобнее. Вот так. Ну что, друзья, все, покатался я опять, прогулялся, показал, так сказать, вам две новости, что у меня в быту происходит. Прокатился опять же по деревне своей. Ну и все, на этом закончу. Всем пока, всем спасибо, ребята. Спасибо за просмотр. Все, до свидания.